В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Зал, откуда начался путь возрождения республики. Спортивный объект Шуэйдон, Кельдиаш объект Шуин объект Шудон, все-таки Дон Хоклякаш, все равно Дон Уэльшаки Пархудон. После реконструкции Рамзан Кадыров открыл спортивный клуб «Ахмат» в Гудермесе. Стихия не шутка. Как устраняются последствия вчерашней непогоды, узнаем в репортаже Валентины Гусевской. Триумфальный сезон. Спектаклем «Выше гор» закрыли 93-й театральный сезон в Чеченском драматическом театре. Рамзан Кадыров принял участие в церемонии открытия республиканского спортивного клуба «Ахмат» в Гудермесе после реконструкции. В годы лихолетия с этого зала начался путь возрождения региона. Там проводились совещания, встречи, праздники, так как в Грозном и других местах не было подходящих условий. Об истории и современности объекта в репортаже Турпалали Тайсумова. Республиканский спортивный клуб «Ахмат» начал свой путь к триумфальным победам именно с этого зала, открытого в 2002 году по распоряжению первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он стал своего рода кузницей талантов после военного субъекта, открыв свои двери молодым и амбициозным. Многие именитые спортсмены, выходцы из этих стен, раскрыли свой потенциал и прославили регион своими достижениями по всему миру. По поручению руководителя субъекта в легендарном спортивном зале была проведена масштабная реконструкция. Боксерский ринг, помост для тяжелой атлетики и отдельный зал для тренировок. Комплекс включает все необходимое для достижения победной цели. Здесь созданы все условия, чтобы 200 спортсменов в различных дисциплинах эффективно тренировались. Рамзан Кадыров приехал на торжественное открытие с многочисленными официальными лицами. Собравшихся приветствовал генеральный директор Республиканского спортивного клуба «Ахмат» и президент Федерации бокса Эли Кадыров. Дорогие друзья, уважаемые гости, приветствую вас на торжественном открытии после капитального ремонта Республиканского спортивного клуба «Ахмат», который носит имя нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Этот клуб был создан в 2002 году и назывался РСК «Рамзан». В 2013 году по поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, распоряжением регионального правительства клуб переименован в «Ахмат». За время своей работы РСК «Ахмат» стал настоящей школой для многих талантливых спортсменов, благодаря поддержке и вниманию, которые оказывают клубу и нашим спортсменам Рамзан Ахматович Кадыров. Они достигли немалых успехов и стали победителями и призерами различных всероссийских и международных турниров. Некоторые из них участвуют в профессиональных боях по боксу и имеют за своими плечами мировые титулы. От имени всей команды спортивного клуба я хочу выразить огромную благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за его всестороннюю поддержку и внимание к нашему клубу и спортсменам. Мы готовы продолжать работать на благо нашей республики и страны, чтобы достигать новых высот в спорте и в жизни. Прославленные чемпионы мира и Европы по боксу и борьбе, призеры Олимпиад по тяжелой атлетике также присутствуют здесь. Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров выразил уверенность, что объект после реконструкции поможет начинающим спортсменам развиться в самых разных направлениях. Он отметил колоссальный труд, проведенный под контролем руководителя региона. Сегодня для нас в обновленном виде свои двери открывает легендарный республиканский спортивный клуб «Ахмат», который является кузницей чемпионов и именитых спортсменов. В первую очередь хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за все, что он делает для развития спорта и физической культуры в регионе. Без его усилий и всестороннего внимания все это было бы невозможным. Также благодарю всех, кто участвовал в ремонте спортивного клуба. Безусловно, он был проведен с большим энтузиазмом и заботой о каждой детали.
Мы стремились создать комфортные условия для спортсменов и тренеров, чтобы они могли достичь новых высот в своих дисциплинах. В результате получили современные тренировочные залы, соответствующие самым высоким стандартам. За годы существования клуба в нем выросли сотни спортсменов, которые стали не только профессионалами своего дела, но и личностями с высокими моральными и этическими ценностями. Уверен, что РСК и Ахмат будут рождаться новые чемпионы и будут достигаться великие результаты. При всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова мы будем продолжать усердно работать над тем, чтобы развивать спорт в регионе и воспитывать достойное молодое поколение. Ахмат, сила Аллаху Акбар. По словам Рамзана Кадырова, это место стало историческим. Тут в свое время еще при Ахмате Хаджи Кадырове проводились масштабные мероприятия, не только спортивные, но политические и культурные. Прибыв сюда, политика охватили ностальгические чувства, ведь здесь он проводил много времени среди спортсменов, занимаясь вместе. Исторический дом Метгер, Окадона, Дехар, Вай, Абулучин, Амаладждона, глава республики Вочина, Ока, Ельцин Белометгдон. Harmetgdon, Oka, Borsbol, trainership Gildan, Kaluchi Provolks, Tisendona, Ok Statswatch, Savoch, Zalcherdon, Wayan Sharabaton, Hala, Nirmakil, Metigeri, Echuadon, Sa, Ulivach Wazel, Echuridon, Wayan Sharabach, Echuna Officin, Ona Zalin, Federatsi Box and Don, Al, Dadul Озалах, офисе Дон, республиканские, международные Дон, спортивные, политические, культурные мероприятия, что он Санхайна Хилдон, Метигюар, Уайдона, Химетиген Язер, Окавинек Дон, Ар Жемчужиневар Метквостон, да. Эшершостон, город Гутальмес, город чудес Бостон, Хилметигюар Дон, да, Окахиллашгичдон. Уже там лет 20 тонн, 25 земли содерстон. Да, нейрез хилдон, хамадар нахарметкдон, селякан, тайн, кетчендон, доку спортивный объект шуйдон, келдеш объект шуин объект шуйдон. И все-таки дон, хоккякач, все равно дон, уэльшаки подхулдон. Он дальше, духюлхан дон. Lokvur Arabis, Hokában Bérstón, Trnóksis, Bérskijávistón, Telcinleg Trnóksisdón, Handája Házadón, Lérészholdón, Oka, Bérskényvoldón, Trénérsendón, Inze Höttür Bitirbijódón, Lucsidón, Baksjör, Udón, Méridón, Joka, Kén Udászdón, Isdukudón, спортсмен Шокар Арболь Будон, тяжелая атлетика, направление, что он издал монадон, кисовки у возможность шуй и возможность шуй использовать идею, вы ночью лучший спортсмен хлеб цих дудон, так да монавойцен, да что на вас обичандона, вы цу показать какой-то рядок тиш, да диабет кивер да лето вы масеридон. В ходе церемонии награждения указом президента Российской Федерации почетным званием «Заслуженный работник физической культуры России» был награжден Шамиль Бацагов, тренер-преподаватель Республиканского центра спортивной подготовки имени Ахмата Кадырова. А указом главы субъекта за личные заслуги, связанные с развитием физической культуры, орденом Кадырова был поощрен директор спортивно-оздоровительного центра Ахмат. Деврез пачандойона цалик цастаг войнок чичо хацажимма шимбал дахимшки инволтаг тергоцевеш савитнацуа тахан эсне маре сохот верна дели элчи устаз резхилсна так сюэци сабахкна ин 40 лет спорт авусо хозалчо авусо сюэци уллехитин хабахкин дукка нахла инах бас хартан со держе кочур васер хосоте кочурат моссо сюэц армел велчин дели элчи устаз резхил. Званием «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» награжден Умар Али Кукаев, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по боксу. В свою очередь, от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова 2 миллиона рублей было выделено Тархану Идигову, чемпиону Европы по боксу.
هر وين مثلا جو حامي زاليو هرديك خرج خيط إيش زالش ميليو ويجيبرو بشميرش أولمبياتش لا موضع أحتو ياليو ويميك دين يريس وليدر هر أسلوبش قولارنا تون هر هيكشتوقا أحدرنا. После Рамзан Кадыров вместе с членами правительства и тренерским штабом осмотрел условия. Дети на боксерском ринге и тяжелоатлеты на помосте продемонстрировали свои навыки. Bakalım işte. Bence Wolf'u. Agad mo kanya. Vamos voltar. Ne oluyor? Malede de açıyor da. Entra, voltas. Maşallah. Ne de başlıyor? وشيت صورت تورنير عشان دي عليه ثلاث حبات Su ultraş. Aynen bu iş bitmedi. الكل عيال بول Gayet da bu iş oldu. Atal avatal mama davatal da yurt betan pare Det var vad drar ni så vi får snart. Vad gör du? Ja. Arabat eyvallah. Vamos ficar no avião hoje, não? Залча. Около 30 мастеров спорта, 5 международников и один призер и чемпион Европы, мира. Залча. Ну, а ты тоже там, твой Дуэлушка, он только родился, начинал. Олимпийский медаль, он дальше. Deveresel devişi Muhammed Vasar Berona. Çoğu ettu bidon beri. Eduğa, iyetmel yaşılma, Vietna bazine, hokkadu. Ahon koşda, dev ekiyetimiz Ahmadu. Yقول له بيسدك. ثلاثة وين؟ آمين. Deveresel. Надо объект кивело. Оценив уровень спортсменов, глава региона встретился с тренерами клуба. Политик знает их всех. Многие работают еще с его молодых лет. Весьма интересным стал и первый матч по футболу на новой площадке. Здесь также царит задор и воля к победам. Salam alaikum. Демар. Гайда я лоушдон. Давай сюда швак туалдан. Evet, şunu hol, şu dost dik dolu da zon. Ay maşallah da. Ras. Опа!
Не менее интересно смотрится и площадка для воркаута. На турниках, брусьях и кольцах тренированные молодые люди показали свой мастер-класс по владению телом. Теперь эти возможности стали доступны всем желающим. Этот комплекс с момента открытия воспитал много мировых чемпионов по различным спортивным дисциплинам. То ли еще будет. Тур Лолита Исумов, Аслан Ахматов и Саидсель Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Вице-премьер правительства Айшат Кадырова передала необходимое оборудование региональным школам. 40 образовательных учреждений получили 1520 единиц техники. Это современные ноутбуки, интерактивные комплексы и камеры видеонаблюдения. Репортаж Медины Мударовой. Современный мир требует современных решений. Этого принципа придерживается и сфера образования в Чеченской Республике. 40 городским и сельским школам республики было передано 1520 единиц организационной и мультимедийной техники. Поздравить с значимым событием прибыла заместитель председателя правительства региона Айшат Кадырова и министр образования и науки Чеченской Республики Хожбауди Дааев. Айшат Рамзановна в своем выступлении выразила надежду на то, что новое оборудование существенно повлияет на качество образования. Ихар бошат сундук охер дуал вайдам вайн далуч дацану одиду шуна пользуясь случаем сон пожбаудин де рейсхала аларша дахотин чуавай почо любое министерство шенте дилны коч деш авок шо пожбауди шуна масан де рейсхала алар так особенно баркал де рейс учителя шуна алар сон дальча üç batar o işler üç ugar üç tırıcı şoçbu da mula sani Оснащение учебных заведений является ключевым фактором успешного обучения в 21 веке. Огромный объем информации, различные ресурсы и онлайн-платформы. Теперь все это будет у учеников региона. Каждая школа получила 31 ноутбук, 1 интерактивный комплекс, 2 телевизора, 3 видеокамеры и 1 принтер. Хожбауди Даев подчеркнул, уровень образования в регионе растет с каждым днем. Огромное количество уже построенных школ, отремонтированных и в процессе ремонта. Планируется открыть 11 образовательных учреждений. Капитальный ремонт еще 22 года, 44 школ капремонтинер, стопка почва 1,76 школ капремонтинер, пошра ел школ капремонт айволина, так наживт халния айва районе. спортзал يقولين دخش أنت بو وجر حلقة ومت رمضان هجي إن الله تنلقى الأكتريتات بعنا تق عيشات رمضان أنا وجر حلقة يشتو أنا اللي تسي فقد أتو بول ونوشرة وضو هندرج صنعور وجبنا قد شق دلا الخسخت دو اللي يسراز وبيرو سنتها بنتدوش توكل وجبنا شرن كيتشم ببيشكل تق هورا وحقين والشوب شكولنا هورا ناقوشري أند كومبلكتيو دا خرب وقت شقبل شو تاقي ويا صورك دوي شكولي توشك روستا حيل ديش دو دا قدق أبرو ونش أيت يشة Среди присутствующих представителей образовательных учреждений региона многие из них показали хорошие результаты в таких конкурсах, как «Учитель года» и «Флагмана образования». В числе лидеров и Мансур Усманов, директор школы номер 4 села Старые Атаги. Он поблагодарил руководителей за такую поддержку. يبغى قيجوا возможность تقول أتدخل صندوق تايمس يتصرف على شو أعطيت صن بركل ديريس لوجر حاله ومخدين ويبغى رمضان ما تيجي هنا ديريس عشان رمضان زواج личный вклад в развитие системы образования.
Почетные гости вручили присутствующим сертификаты о получении оргтехники. Теперь каждое оборудование отправится в свою школу. Современные методы позволяют не только разнообразить процесс преподавания, но и делают обучение более интересным и доступным как для учеников, так и для учителей. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Очередная группа добровольцев приехала в международный аэропорт Грозного, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции. На протяжении 2 недель под руководством опытных инструкторов бойцы проходили интенсивный курс подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Поддержать их перед вылетом прибыли официальные лица. Обращаясь к защитникам Отечества, чиновники отметили значимость каждого бойца, который, несмотря ни на что, взял на себя смелость противостоять врагу. Для эффективности с собой у них имеется все, от экипировки до вооружения и провизии, предоставленного региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сильный ветер с дождем обрушился на республику накануне. В результате сорвало крыши зданий, повалило деревья и затопило улицы. Региональное управление МЧС предупреждает, что до конца суток 26 июня ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Валентина Гусевская о том, как устраняются последствия непогоды. Нежданный шторм прошелся по Чеченской Республике. В городе Аргун он ломал деревья и сносил крыши зданий. социальный объект, коммерческий объект, инфраструктура просто да денег, но быстрее яйца больше, помехте поручение сами, шайл служб, шавеги, нах аравела, болбе шуту, да бол дабьючбу. У Айнета Бубакаровой пострадала строящаяся коммерческая постройка. Крышу двухэтажного нежилого здания снесло на соседний участок. Большая часть оказалась на проезжей части. Для обеспечения безопасного передвижения автомобилей обломки начали убирать уже ночью. С утра на помощь пострадавшим вышли сотрудники администрации, работники государственных учреждений и обычные неравнодушные жители. Все обошлось без жертв. Дейл рейс хелсялхан хокка нет цанбеш, имеет дацанеш, да мяляч, дукунах кахега кузах. Цан дагар дейл рейс хел ал ударсон администрация на сих отреагировать дин тахана субботники ардян дукку беллайбу имеет цанина из хинти мусор, строй мусор дахушу. Остатки строительного мусора скидывали в грузовик. Металлические части крыши уже непригодны к дальнейшему использованию. Их сдадут в металлолом. Еще одно последствие шторма. Он сорвал крышу жилого 5-этажного здания. Ветер был настолько сильным, что листы профильного шифера помяло как бумагу. Груда обломков крыши лежала у подъезда. Часть ее все еще небезопасно держалась на самом здании. Жительница 5-го этажа дома Хеди Гараева рассказала о событиях вечера. Сейчас ее беспокоит сохранность недавно завершенного ремонта. Из-за отсутствия перекрытия водяные разводы уже виднеются на стенах подъезда. الشيفي تشوليست الشقيري زي بالكون تعيوسا تحيش عيز يخ بالكون ليستو يو طاعت ينو ليستو دوش يو الله هارهود تيبوش خيريل На соседней улице пострадало здание государственной аптеки номер 66. Некоторые обломки крыши оказались на территории детского бассейна напротив. Социальный объект отпускает бесплатные препараты инвалидам округа. О его скорейшей реконструкции просят работники пункта. У нас есть одно помещение, в которое мы хотим перенести все эти препараты. И с завтрашнего дня, чтобы мы могли хотя бы то, что срочно необходимо для наших больных, чтобы мы могли отпустить. В результате непогоды в Аргуне пострадали 3 человека. Они получили легкие ушибы и незначительные травмы. В тот же вечер на Шаройский район обрушился град. Обильные осадки вызвали сход селей. В период дождей высокогорная местность часто сталкивается с подобной напастью. Местное руководство уже решило эту проблему, привлекая коммунальные службы и крупногабаритную технику.
Городские службы Грозного также оперативно отреагировали на последствия шторма. Чтобы обеспечить безопасность граждан, поврежденные и поваленные ветром деревья убрали с улиц города. Газовые службы провели работы по восстановлению поврежденных газопроводов. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Грозный стал обладателем почетного титула «Культурная столица 2025 года». В рамках данного национального проекта министр культуры Мария Байсарова приняла участие в двух мероприятиях: установочном семинаре для потенциальных участников конкурса на 2026 год и реализации программы «Нижний Новгород. Культурная столица 2024». Оба события прошли в Госдуме России. Чиновники поделились опытом подготовки нашей республики и зачитали доклад о развитии сотрудничества с партнерами в Нижегородской области. В Чеченском драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова состоялось закрытие 93-го театрального сезона спектаклем «Выше гор». Драматичная постановка состоит из историй, объединенных темой воспевания красоты и мудрости национальных традиций, бережно передававшихся из поколения в поколение. О том, как прошел вечер искусства, Наталья Депутатова. Любая постановка в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова всегда вызывает большой наплыв зрителей. На последний спектакль в уходящем сезоне люди начали собираться задолго до начала. Этот сезон, как и все предыдущие сезоны, был очень насыщенным, творчески насыщенным, сложным и прекрасным. Мы познакомили нашего зрителя с новыми спектаклями. Я знаю, что на нашем спектакле есть делегация из Азербайджана, там 40 педагогов, которые сегодня в наушниках с переводом смотрят наш спектакль. Мы всегда закрываем этим спектаклем, потому что этот спектакль очень символичен для нас всех, потому что мы всегда должны знать наши корни, истоки, что было до нас, чтобы знать, как жить дальше. Спектакль «Выше гор» создан по пьесе народного писателя Мусы Ахмадова. Он уже не раз показывался на сцене театра и за это время снискал большую популярность. Вот и в этот раз в зале собралось множество зрителей. Пьеса в постановке директора театра народной артистки Чеченской Республики Хавы Ахмадовой рассказывает о традициях и обычаях чеченцев, о том, как много веков назад, еще в доисламские времена, формировалась ментальность народа. Показана отмена жестокого древнего обычая сбрасывать со скалы воина, опоздавшего на сражение. Театр имеет очень мощную силу воздействия на наше сознание. Театр воспитывает, театр направляет, театр растит нас. Вот спустя годы, столетия, десятилетия о народе вспоминают не по каким-то другим параметрам, а по культурообразующим параметрам. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыр, Далгазот Облдойцен, смотрел далеко, когда еще в те сложные нулевые годы собрал труппу наших актеров, разбросанных по всему миру, и возродил наш национальный театр имени Ханпаши Нурадилова. Присутствует в спектакле и любовная драма. Главный герой Элси работает в кузнице старика Гойсума. Берет у своей девушки слово выйти за него замуж, но отец выдает дочь за другого, чьи сваты первые попросили ее руки. Узнав об этом, Элси вызывает соперника на поединок и в схватке убивает его, обрекая себя тем самым на изгнание и кровную месть. Но отец убитого парня, кузнец Гойсум, прощает его, взяв с него слово, что он до конца своих дней не будет ковать оружие. Жрак благоурвац, ястигал халавервац, войне шахкала руэнис. Спектакль двухактовый с антрактом длится почти 2 часа, но это время пролетает очень быстро. Сюжетная линия настолько увлекательна, что держит в напряжении до самого конца. В зале немало и гостей нашей республики, а так как постановка полностью на чеченском языке, всем, кому это необходимо, раздали портативные переводчики. В наушниках синхронно переводился весь текст на русский. Я впервые в Чеченской Республике, в вашем прекраснейшем городе Грозный. С первого момента, что меня поразило, это радушие вашего народа. Совершенно случайно, мы даже не ожидали, что мы окажемся на закрытии театрального сезона вашего города в таком прекрасном театре.
красивейший театр, прекрасные актеры, яркая игра, выразительные люди, сильной души. Вы знаете, на сцене я сегодня увидела действительно отражение характера вашего народа. Настолько они искренни, настолько они сильны духом, мужественны. Все это я увидела сегодня на сцене. Удивительно, что драма охватывает разные временные отрезки от раннего Средневековья до начала 20 века, когда на территории Северного Кавказа еще была царская власть. Тут зритель увидел еще одну очень поучительную историю. В период Кавказской войны один из абреков попадает в плен за разбойное нападение на банк Кизляра. Его хотят повесить в назидание и в устрашение всем на центральной площади. Осужденный просит отпустить его на сутки, чтобы проститься с матерью. نيس عندي صوتي حاجة طبعا عرفنا نخلي يبغوا ورورس حقير ودي صعود خيطهم يطيل الجوان تسخيت حمل خوتي ونكب كاسة نيس ويش стагу. Полковник отпускает его с условием, что ровно через 24 часа, если он не вернется, вместо него будет повешен человек, оказавшийся единственным поручившимся за него. Им оказывается обреченный на скитание сын кузнеца Элси. Эта история показывает традиционные ценности чеченцев: верность слову, мужество перед лицом испытаний, уважительное отношение к человеку чести, несмотря на то, что это враг. Возвращается абрек вовремя, чтобы принять казнь. Полковник же, пораженный таким благородством, отпускает его. После финальной сцены и выходом всех задействованных в спектакле артистов зал еще долго рукоплескал стоя. Постановка, сюжетная линия и игра актеров вызвали бурю эмоций. Завершилось культурное событие награждением отличившихся. Актриса театра Марет Межиева была удостоена звания народного артиста Чеченской Республики. Выдающиеся заслуги и достижения в области культуры и искусства Чеченской Республики. Многолетнюю творческую деятельность присвоено почетное звание «Народный артист Чеченской Республики» Межиевой Марет Шагитовой. За личные заслуги почетного звания «Заслуженный артист Чеченской Республики» были удостоены Адам Мунашев, Магомед Умаров. Нагрудным знаком от Министерства культуры наградили Зухру Масарову. Режиссер спектакля поблагодарила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за постоянное внимание и поддержку театра в целом. Вы попали не просто на спектакль «Выше гор», вы попали на торжественное закрытие. Для нас каждый сезон открытия и закрытия – это, знаете, как мы заново рождаемся, живем, и потом уходим на несколько месяцев в отпуск или там, вне сезоне и думаем, с чем же еще прийти в новый сезон. Ведущих актеров и режиссера наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Зрители еще долго не расходились, удерживая аплодисментами артистов на сцене, что говорит о том, что постановка произвела, несомненно, яркое впечатление на всех присутствующих. 93-й театральный сезон Чеченского государственного театра имени Ханпаши Нурадилова закрылся этим замечательным спектаклем. Пока зрителю предоставляется возможность отдохнуть, актеры и другие сотрудники будут готовиться к новому 94-му. Уже в октябре этого года всех театралов будут ждать как новые, так и уже полюбившиеся постановки. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Стройные силуэты древних башен величественно возвышаются над живописными горными ландшафтами. Они символизируют мудрость старцев и непоколебимость духа. Лекцию об уникальной чеченской башенной архитектуре провели в столичной национальной библиотеке. Сегодня эти каменные постройки старины не просто олицетворяют многовековую историю, а стали объектом гордости, визитной карточкой и местом притяжения множества туристов. Они вдохновляют художников и поэтов, фотографов и режиссеров, о башнях, которые, переживая жизненные бури, продолжают стоически стоять в репортаже Натальи Депутатовой.
Лекцию по истории создания башен и об их размещении на территории нашей республики провели в таком формате впервые. Старший научный сотрудник Аргунского музея-заповедника рассказал и показал видео присутствующим о том, какие виды башен строились с древнейших времен в нашем регионе. ГБУ Аргунский музей-заповедник так или иначе проводит лекции, выставки по башенной архитектуре с учащимся СОЖ и со студентами разных факультетов и ЧГУ, и ЧГПУ, и другими высшими учебными заведениями. О древней башенной архитектуре вообще должны знать не только студенты и школьники, но и другие граждане нашей республики, и наши многочисленные гости. Многие из башен были почти полностью разрушены, некоторые восстановлены как культурное наследие субъекта, как, например, Шаройский башенный комплекс, имеющий удивительную историю. Это целый город, состоящий из древних построек. Таких комплексов и отдельных строений, подлежащих реконструкции, в регионе очень много, особенно в высокогорной части. Эти места, несомненно, интересуют как местных жителей, так и многочисленных туристов. По поручению Рамзана Ахматовича большое количество объектов было восстановлено. Мы видим прекрасный Шаройский комплекс, мы видим древнее поселение Хой и другие объекты, которые восстанавливаются силами Министерства культуры Чеченской Республики по поручению Рамзана Ахматовича. И к ним люди с удовольствием подъезжают, тем более, что такая возможность теперь уже и существует, к ним строятся дороги, строятся специальные лестницы, по которым можно пройти в этот объект, посетить его внутри и посмотреть его конструкцию, как она, соответственно, выглядела изначально в былые времена. Существует множество разновидностей башен, все они строились с определенной целью – жилые, сторожевые или сигнальные. Их архитектура уникальна, они интересуют историков по всему миру. Это очень интересно. Башня Мелхистинское ущелье, кстати, в этом ущелье был Гильденштедт, архитектор, известный историк, архитектор. Он был там в 18 веке, и он дает свою датировку башням. Он дает свою датировку башням, и он говорит, что башни в Мелхистинском ущелье построены не позже 13 века, и никакие там 15, 16, 18 века, не позже 13 века, то есть до нашествия войск Тамерлана эти башни стояли. По словам историков, на территории Чеченской Республики в различном виде сохранилось более 200 боевых башен, и эта цифра не окончательна. В самых дальних высокогорных районах археологи находят древние строения, которые являются одним из ценнейших достояний. Ведь все они символизируют успехи, тяготы и испытания, выпавшие на долю всего народа. В рамках 2024 года, года истории, исторических памятников, архитектуры, культурного наследия чеченского народа, объявленного указом Рамзана Кадырова, в Центральной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова ведущими специалистами еженедельно будут проводиться лекции по башенной архитектуре нашего региона. Вход свободный, посетить мероприятие сможет любой желающий. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.